Коричнево-мраморный клоп – сравнительно новый вид сельскохозяйственного вредителя на европейском континенте. Это насекомое из отряда полужесткокрылых впервые было отмечено в Европе в середине 2000-х годов на территории Швейцарии и Лихтенштейна, а затем и в других странах. Обосновавшись в Европе, коричнево-мраморный клоп осваивает все новые территории с благоприятными для него климатическими условиями. Многоядный вредитель представляет угрозу для земледельцев, занимающихся выращиванием практически всех видов культур. В аграрных республиках, как Абхазия, которая зарабатывает в основном земледелием и туризмом, защиты требуют плантации фундука, цитрусовых, хурмы и других субтропических плодовых культур. Жизнь мраморного клопа подчинена биологическому ритму, который определяет поведение этого насекомого в течение года. Период усиленного питания и размножения начинается с приходом тепла и продолжается весь летний сезон, а осенью наступает диапауза, и клопы прячутся на зимовку. Методы результативной борьбы с вредителем выбираются в соответствии с его биологическим расписанием. В последнее время эта тенденция такая, всем известная, вообще во всем мире экологическая ситуация ухудшается. Это связано с изменением климата, и, к сожалению, мы в какой-то период не оказались подготовленными к этим изменениям, и возникли многие болезни, о которых раньше люди не знали. Раньше, в принципе, крестьянин, ореховод зависел только от погоды, да, скажем, а сегодня он стал от многих таких, будем говорить, инфекционных заболеваний, которых раньше не было. Таких проблем никогда у ореховодов не было. Людям нужно было только, покосить, собрать урожай и так далее. Мы столкнулись с серьезной ситуацией, когда в продукции, да, готовой, начали появляться скрытые пороки в виде прогорклости, гнилости, заплесневелости, и причины никто не знал. И выяснилось, когда очень много таких заболеваний, связанные с грибковыми заболеваниями. Это каждый по-разному квалифицирует, и мы из опыта убеждаемся, что все-таки основным переносчиком, источником всех этих заболеваний является мраморный клоп. Государственный комитет Республики Абхазия по сельскому хозяйству ежегодно разрабатывает план мероприятий по борьбе с мраморным клопом. В рамках проведения мероприятий по борьбе с коричневым мраморным клопом на территории Республики Абхазия Министерством сельского хозяйства на основании распоряжения премьер-министра республики в 2019 году была создана рабочая группа для осуществления мероприятий по приему и утилизации мраморного клопа. Период зимовки насекомых – подходящее время для механического сбора и уничтожения вредителя. Собирали клопов вручную, в домах, в огородах и садах и любых доступных местах скопления. Был объявлен прием клопа за плату 1000 рублей за килограмм. Создали, комиссию. Такая рабочая комиссия, группа по приему, от населения мраморного клопа. Соответственно, было проведено мероприятие также в каждом районе, республики. Там созданы были тоже штабы. И по этому исполнению этого, распоряжения Кабинета министров были предупреждены и были намечены планы по приему мраморного клопа. На стадии появления мраморного клопа в 2018 году были созданы дорожные карты. Были проведены мероприятия по механическому сбору. Мы в 2018 году смогли собрать более 2500 килограммов мраморного клопа. Вы представляете, 2,5 тонн – это огромное количество. Мы почти на 30% смогли в 2018 году сократить его. А в 2019 году проведен механический сбор. Более 1383 килограмма мы собрали. Мы людям смогли раздать денег 1 383 000 рублей. Это, еще раз говорю, благодаря Министерству сельского хозяйства, министру Амирану Георгиевичу Какали огромное спасибо.
В 2017 году мы начали активно работать против этого вредителя. Нам очень серьезную помощь оказало Министерство сельского хозяйства, Международная организация движения против голода. И мы совместными усилиями начали бороться. Но результаты 2017 года были очень скромные. Особо мы начали иметь успех в 2018 году, когда и население поняло, что нужно обязательно серьезно относиться к этому вредителю, который уничтожает практически все сельхозкультуры и их продукцию. В 2018 году более 800 килограмм был организован ручной сбор и уничтожен. Кроме этого, население сами очень активно взялись за это дело. И в результате того, что хорошо поработали в 2018 году, 2019 год был более спокойным. На проведение данных мероприятий из республиканского бюджета Республики Абхазия на 2019 год было предусмотрено 7 миллионов рублей. В результате проведенных мероприятий были созданы рабочие группы в каждом районе. Также были организованы пункты приема. Вопрос организации мероприятий по борьбе с мраморным клопом во всех районах Абхазии был обсужден со всеми начальниками управления сельского хозяйства. Для уничтожения вредителя были определены несколько этапов. Самым эффективным методом уничтожения на первом этапе был ручной сбор. Механический сбор в 2019 году с весны первый этап был, 2 раза прием весной было. Весной и потом осенью тоже, когда в спячку уходил, тоже самое провели. Ну, в районе где-то до 2500, да, 2,5 килограмм ручным механическим сбором в районе было собрано и уничтожено. Более эффективно это механический сбор, потому что это не дает распространяться. Вот когда упускаешь момент механического сбора и только надеешься на химический, это потом трудно бороться. Особенно в наших условиях, где очень много лесных массивов и бесхозных хозяйств. Вот они уходят, когда они начинают уже активно летать, размножаться, уже трудно с ними бороться. Мне кажется, что результат этой работы мы здесь недооцениваем. Вот по данным от международной организации, популяция мраморного клопа, вот по мониторингу, который им привел, уменьшилась на 54%. Это серьезный показатель. В течение вот этого прошлого года, прошлого сезона, вот по этим работам. Это очень серьезный показатель. Вот даже есть на совещании вот, Ассоциация фермерских хозяйств России, там вот, они отметили эту работу, эту результативность. Для них, знаете, это эффект, этот опыт всем интересен. В результате механического сбора за 2019 год было принято и утилизировано 5404 килограмма мраморного клопа. На проведение данных мероприятий из бюджета было выделено 5 миллионов 417 тысяч рублей. Ареал обитания, да, мраморного клопа по территории почти такой же, как в Грузии, чтобы вы понимали. В Грузии на борьбу с клопом в прошлый год было выделено, значит, Америка им на 15 миллионов долларов, и Россия 5 миллионов, в общем, 20 миллионов долларов на борьбу с клопом, практически на такой же территории, как Абхазия. В прошлом году, я, насколько знаю, министерство выделит 15 миллионов рублей. Вы же понимаете, это мизерная цифра. Хотя помощь есть, там привезли нам вроде бы распылители, которые китайские, они плохо работают, они быстро ломаются, понимаете, той техники нет, этого нет, ничего нет. И на фоне вот этого, да, на фоне таких вот экологических угроз, на фоне этого мы уменьшаем бюджет
Министерства сельского хозяйства, занижаем его статус, и фактически вместо того, чтобы увеличить бюджет, рассчитать какую-то программу, мы его уменьшили. Я не могу сказать, какая перспектива будет у нас сегодня. Я не могу сказать, что урожай, скажем, того же фундука в 2020 году какой будет, потому что той помощи, той поддержки, которая была, сегодня нечем осуществить при даже огромном желании. Следующий этап борьбы с вредителем предусматривал химическую обработку растений. В случае с коричневым мраморным клопом дело осложняется тем, что на практике он не слишком чувствителен к инсектицидам по сравнению с другими вредителями. Тем не менее, фитосанитарные службы рекомендуют к применению ряд препаратов, эффективность которых была проверена полевыми испытаниями. 2019 год мы начали использованием фунгицидов против грибковых заболеваний, особенно ореха фундука. И это дал результат. Потом мы начали уже в мае-июнь месяце бороться с коричневым мраморным клопом. Получили достаточное количество ядохимикатов от Министерства сельского хозяйства Абхазии. И население, так как уже население 2017-2018 год имело опыт борьбы с коричневым мраморным клопом, 2019 год прошел более спокойным и более результативным. Периодичность химических обработок на растительных культурах также следует подстраивать под жизненный цикл мраморного клопа. Первичную обработку рекомендуется проводить в период выхода насекомых из зимовки, пока клопы еще не начали размножаться. Это снизит уровень воспроизводства новых поколений. Следующую обработку проводят через 2-3 недели, когда начинают развиваться первые личинки. Химический способ подходит и для борьбы с мраморным клопом в домах и бытовых строениях в период зимовки. Для этого используются инсектициды, разрешенные к применению в жилых и нежилых помещениях. У нас в 2019 году на 54% стало меньше показателей с прошлыми годами. Это мероприятие было проведено, и все районы, то, что получали препараты, были розданы всем районам. Соответственно, районы раздавали, местным администрациям, и они занимались этими обработками площадей, которые были поражены. И у нас в каждом районе имеется сельхозтехника, там имеются специальные опрыскивательные баки, и оказывали помощь по заявке, выезжали, проводили мероприятия по уничтожению, борьбе с этим коричневым мраморным клопом. У нас, скажем, урожайность плохая была в этом году мандарин. Это связано с тем, что когда опылителя нету, опыления нету, и урожая не будет. Поэтому применять именно ядохимикаты надо очень щадяще, очень взвешенно. И, к сожалению, у нас применяются химикаты на сегодняшний день в связи с тем, что ресурсов соответствующих нет, которые запрещены в Европе. И последнее время тут даже для меня непонятная ситуация была. Министр предлагал какие-то ресурсы пустить на именно механический сбор. Понимаете, это очень важно в условиях Абхазии, когда мы имеем не так уж много земли. И фактически здесь надо стараться к экологии более щадяще относиться. Это не огромная территория России или Индии или Китая, Америки. Поэтому тут нужно было именно этому методу уделить больше внимания, мне кажется. Для борьбы с вредителями были выделены такие препараты, как бифетрин и клипер. Также были получены в виде гуманитарной помощи от Российской Федерации для борьбы с клопом препараты Фаскорт, Эсперо и мотоопрыскиватели в количестве 150 штук. В борьбе с масштабным поражением мраморного клопа Абхазии оказывали помощь коллеги из Минсельхоза России. Служба защиты растений нашей страны взаимодействовала с Россельхозцентром, Россельхознадзором и Всероссийским центром защиты растений на протяжении всего 2019 года. По опыту 2018 года мы говорим, что применять феромон раньше июня месяца мало целесообразно. Мало того,
Июнь месяц феромон работает в основном как мониторинговое средство, потому что активность вредителя такова, что он реагирует на феромон, но это не массовая реакция. Мы можем его выявить, мы можем его заметить, но говорить о массовом отлове нет. Но с июля месяца при наращивании численности, и тем более в августе, в сентябре месяце, когда вредитель уже по своей биологии стремится к поиску мест зимовки и так далее и тому подобное, феромонные ловушки очень эффективны как средство привлечения и массового отлова в том числе. Мы с удовлетворением отмечаем, что под вашим руководством в Республике Абхазия разработан комплексный план по борьбе с мраморным клопом. Я надеюсь, что этот план будет выполнен в полном объеме и будут достигнуты те целевые индикаторы, те целевые ориентиры, которые заложены по борьбе с этим вредителем. Я хочу официально сообщить о том, что по инициативе нашего министра Дмитрия Николаевича Патрушева сегодня проводится работа на уровне правительства Российской Федерации по вопросу выделения дополнительных средств на борьбу с мраморным клопом из бюджета Российской Федерации. На встречах обсуждались все проблемы, с которыми сталкивались специалисты в своей работе. Специалисты из России подробно рассказали о работе по борьбе с клопом у себя на родине и в Абхазии, делились приобретенным опытом, наметили планы и на будущее. В марте 2019 года в Республике Абхазия по приглашению абхазской стороны прибыла большая делегация с Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Было проведено совещание по борьбе с мраморным коричневым клопом и другими болезнями, которые мы столкнулись в Республике Абхазия. Мы оперативно приняли решение, хотя и в 2017 и 2018 году здесь проводились очень объемные большие работы по борьбе с таким явлением, как мраморный клоп. Мы получили более 4000 литров препаратов и 150 штук ранцевых опрыскивателей из Минсельхоза Российской Федерации в виде гуманитарной помощи. Распоряжением главы правительства Республики Абхазия Бганба Валерия Рашуховича было выделено 7 миллионов рублей на механический сбор этого клопа. Весной и осенью 2019 года в Республике Абхазия было утилизировано 5404 килограмма. Как практика показывает, это самый эффективный способ по борьбе с мраморным клопом. Это наша работа, в первую очередь работа наших людей, жителей Республики Абхазия. Это немалое количество. И по данным, и нашим данным, и данным международных организаций, с кем мы сотрудничали в Республике Абхазия, есть заключение об уменьшении особей на 54% в 2019 году по сравнению с 2017-2018 годом. Мраморный клоп стал распространителем грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса и серая гниль, которые стали активно распространяться на плантациях ореха фундука, поражая эту культуру. Проведенные мероприятия по борьбе с клопом с использованием инсектицидов не защищали растения от этих заболеваний, в результате чего потеря продукции ореха фундука в 2018 году составила порядка 60-70%. Чтобы подобная ситуация в 2019 году не повторилась, Минсельхозом Абхазии было закуплено для борьбы с грибковыми заболеваниями препараты Колис, Авентрол, Фалькон, Курзат на сумму 15 миллионов 760 тысяч рублей. Препараты были распределены по районам и сельхозпредприятиям. Мраморный клоп что делает? Мраморный клоп, он единично плод уничтожает, а болезни полностью заражает все. Вот грибковые заболевания. У нас сейчас пошло серая гниль.
белая гниль, мучнистая роса от тех заболеваний, которых мы раньше вообще не ведали и не знали. Понимаете, оно влияет на... Человек может работать, он даже не знает, что оно заражено, собрать свой урожай и получить в конце продукцию, которая неликвидная, которая никому не нужна, не интересна. Поэтому я думаю, что была проведена серьезная работа. Серьезная работа в каком плане? Даже у людей уже отпал интерес, заниматься ли этой культурой. Многие даже начали вырубать эту культуру. Вот в таком как раз критическом переходном периоде вот Амиран Георгиевич, я думаю, сыграл очень большую позитивную роль, вдохновил людей, те ресурсы, которые были, вот за счет государства купили лекарства, фунгициды, гербициды, вот, и раздали людям, насколько это можно было раздать. Мы понимаем, что те потребности не были, но все равно, несмотря на это, вы понимаете, если, условно говоря, я знаю, что в Грузии проводили 12 лечений, 18 некоторые, у нас провели 2-3 лечения, но все равно эффект фактически у нас одинаковый получился, потому что это лекарства были качественные, препараты были, значит, сертифицированные, и сама методика применения, мы один и тот же препарат не рекомендовали применять 2 раза. Есть такое понятие, как резистенция, когда привыкает к этому. Поэтому применяли системные, контактные, разные виды лекарств, и в итоге получился результат неплохой. В очередной раз призываем граждан ответственно подойти к вопросу борьбы с мраморным клопом. Просим жителей сельских районов тщательно обследовать дома, подсобные и другие помещения и при обнаружении клопов уничтожать их до того, как насекомые весной выйдут из зимней спячки. Со своей стороны специалисты Государственного комитета республики по сельскому хозяйству предпринимают все необходимые меры по уничтожению вредителя. Однако без активного содействия населения эту проблему не решить эффективно. В прошлом году мы через начальников сельхозуправления, администрации, наших жителей, фермеров, практически мы раздали, были приняты меры по борьбе с этим клопом. По нашим данным, около 24 тысяч гектаров было обработано. Мы поднимали авиацию вот именно в Галском районе. Почему? Потому что там компактное насаждение ореха фундука. И в этом году мы получили более 10 тысяч тонн ореха фундука. И это культура, которая, как сообщают наши специалисты, основным разносчиком грибковых заболеваний является, к большому сожалению, мраморный клоп. Вот. В этом году мы ведем переговоры с Российской Федерацией, с Министерством сельского хозяйства. Возможно, что в ближайшее время мы по приглашению российской стороны поедем. Вот. О проделанной работе мы ежеквартально предоставляем информацию Центральному аппарату Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и субъектам Российской Федерации на юге России. Это Ростовская область, Краснодарский край. Это наши коллеги, которые приезжают оказывать методологическую, информационную, инструктаж проводят и так далее. Они очень много работы здесь провели. Практически ежемесячно приезжала сюда вот эта группа людей. И вот мы вместе ездили, ходили, мониторили ситуацию, мы смотрели в течение 2019 года. И в 2018 году большая работа была проведена, и в 2019 году мы получили вот такой результат. Вот по итогам деятельности последней, да, вот, которую осуществляло Министерство сельского хозяйства со своими подразделениями, в принципе, очень активная работа была проведена. Большую помощь тоже оказывали нам международные организации. И фактически вот в Абхазии мы достигли, я имею в виду, мы тоже лечили свои участки, занимались этим с мизерными вложениями. Результата не хуже, чем в соседней Грузии, где были огромные вложения. Я думаю, основной эффект достигнут за то, что вот у нас есть такой, я бы не хотел сказать уникальный метод, но метод, который в условиях Абхазии хорошо работает. Это механический сбор клопов. Вот именно механический сбор, мне кажется, дало вот такой вот эффект. Сообщество энтомологов и аграриев продолжает трудиться, разрабатывая сбалансированную интегрированную систему защиты сельхозкультур,
с применением доступных способов борьбы с вредителями, так как сохранение и развитие садоводства в селах является важным направлением для Республики Абхазия.